Чао, чао а тутти! Всех приветствую на канале Мамма Мия, красотка Сардиния, где мы постигаем жизнь, красоту этого чудесного итальянского острова. И если вы на Сардинии еще не были, то местные камни, местные скалы вас, безусловно, поразят необычностью своих форм, своими какими-то интересными красками. Они здесь не просто серые, они вот такие необычные, как это облако, такое низкое. Но мы о камнях. Камни на Сардинии бывают и розовые, и зеленые, и красные, и персиковые. Сардинские коты настолько суровые, что даже могут их использовать в качестве подушки. Из-за такой обтекаемой иногда формы летом их люди могут использовать как лежаки, как пещерки, чтобы укрыться от солнца, или просто по ним полазить, почувствовать такой дух приключений. Целый остров необычных фигур мы с вами найдем во время путешествия по берегам архипелага Ла-Мадалена в районе скал Раццоли. Это, безусловно, помогает развивать наш креативный и неравнодушный взгляд на мир. Такая чудесная игра нашего воображения, когда оно выдает нам ассоциации с чем-либо, каких-то предметов, в том числе объектов природы, называется парейдолия. И сегодня я вас приглашаю в Сардинский музей каменных скульптур, который веками выдувал сильный соленый сардинский ветер, как мастера новогодней игрушки выдувают форму будущего своего прекрасного произведения. Только в данном случае воздействие было не изнутри, а снаружи. И, как говорят, воображение помогает в нашей жизни очень сильно. Тем самым мозгу проще увидеть свою цель. Так же, как мы с вами видим сейчас вот этого морского слоника. То есть, если я это увидел, значит, я могу найти к этому дорогу, понять, где это находится. А этот слоник находится на острове Капрера архипелага Ла-Мадалена, на пути к прекрасному пляжу Кала Сирена. Или это может послужить кому-то чудесным вдохновением, как когда-то, если помните, сотворили игрушку ждуна, где только его не было. Эта идея пришла в голову голландской художнице Маргарет Бриворт, которая, вдохновившись необычным животным, морским слоном. Кстати, а вот эта фигура с пляжа Кала Капререза мне напоминает настоящего слона. Так вот, художница сделала скульптуру не в обиду морскому слону, но сатирического характера. Представьте себе, она была создана для больницы, как символ терпения в очереди. Вот так вот. Образ стал настолько вирусным, что в марте этого года обещали даже, что выйдет фильм. Вот не знаю, кстати, вышел или нет. Может быть, просветите меня в комментариях. Скульптура была создана в 2016 году. Это пример того, как человек черпает вдохновение у природы, умело его использует. Как говорят, если хочешь очень много заработать, создай не просто какую-то вещь, а религию. Так, собственно, и люди узнали, кто такой морской слон, возможно, не зная об этом ранее. И на этом же пляже мы найдем с вами плавник дельфина. Как его здесь называют, наверное, не плавник акулы, потому что акулы на Сардинии днем с огнем не сыщешь. И Кала Капререза тоже у нас находится на острове Капрера, архипелага Ла-Мадалена. Здесь же, неподалеку, будет еще один чудесный пляж, где камни как будто животные, которые развернулись к вам задом. У меня с мишками ассоциация. И на воде находится вот такой необычный, как будто утюг или тапок какого-то великана. Очень изящно выглядит, как будто парит над водой. И по темно-бежевому контуру мы можем предположить, что вода когда-то в этих местах достигала вот той отметочки. Потрясающий пляж, очень его люблю. Называется Кала Наполитана, то есть Неаполитанская бухта. И в наших мадаленинских краях, северной части острова Сардиния, именно в городе Ла-Мадалена, мы встретим много семей из окрестностей города Наполи, он же Неаполь. Откуда они здесь? Потому что город, когда отстраивался, был еще совсем молодой, в начале 20 века. Среди первых поселенцев было очень много рыбаков с неаполитанского побережья, которые зимой возвращались в родной Наполе. Очень фееричный, несколько беспредельный город, где готовят как боги и живут как последний день, потому что живут на вулкане, в прямом смысле. И пляж, который вы видите, скручен, так и называется Кала Кручита. Сверху по форме напоминает какого-то спящего крокодильчика или не спящего. А наверху за ним как будто бы наблюдает какая-то крыска, мышка. Посмотрите, мне по форме напоминает этот камень, это животное. Очень интересные здесь каменные скульптуры, только дай волю воображению. А вот в лесу по дороге к этим пляжам мы найдем вот такую прелестную каменную черепашку. Еще один экспонат природы Сардинии. И если вы поедете кататься по лазурным берегам архипелага Ла-Мадалена или по лазурному побережью Коста-Смиральда, то у пляжа Кала Корсара
увидите голову ведьмочки. Так называют ту скалу. А вот это очень напоминает обезьянку, неподалеку от которой находится какой-то массивный каменный боровик. Эти каменные достопримечательности вы найдете по дороге от пляжа Карделино к пляжу Басса Тринита. Кстати, в той стороне будет много ягод карбецуло, земляничного дерева, которые уже поспели. Очень вкусные, рекомендую попробовать. А вот в таком красивом зелено-каменном садике в городе Арцакена мы с вами найдем самый известный каменный гриб Сардинии. Если будете проездом в Арцакене, загляните туда, там очень приятное такое место с красивой панорамой этого небольшого, но уютного города. Арцакен обычно славится своими свежайшими продуктами с рыночка. Кстати, здесь будет проходить очень симпатичный рождественский рыночек Меркатино ди Натале. И сам город на Рождество всегда очень такой красивый, уютный, милый. Здесь очень вкусный ресторан Джамель. Если будете здесь, настоятельно рекомендую заглянуть. И в Арцакене есть бар, который называется Принчипе, Принц, где даже вне сезон, выходные, играют, поют, диджеи, живая музыка. Это уникальное всегда живое место осенью и зимой. Весной тоже, конечно. Когда в этом городе почти везде все закрыто, скажем, этот бар удивляет своей жизнью, кипучей и весельем. Вот тот самый знаменитый арцакеновский гриб. И, кстати, на Новый год в Арцакену приедет такая звезда, как Акиле Лауро. Если слушаете современную итальянскую музыку, то точно его знаете. Он сейчас сменил образ такого хулиганского на образ какого-то такого современного Евгения Онегина. Несколько высокомерный холодный взгляд, подчеркнутая классическая элегантность. Но для итальянцев, конечно, главное это музыка. И в сентябре я сходила отлично в той же Арцакене на концерт Софии Дэн Giants и Skin. Важно выбирать мероприятия по душе. Как мне кажется, правильнее будет время нашей жизни, особенно время зимних праздников, посвятить всему, что наполняет нашу душу радостью, что заставляет нас сиять, как новогодняя гирлянда. Я, например, с удовольствием приезжаю погулять в эти места, где есть, кстати, очень классный бар, который открыт до конца октября. Эти места называются Ла Спьяджа Карлотто. Это то место, которое я вам показывала во влоге о путешествии на Гамоне на надувной лодке. Здесь есть такая шикарная церквушка, она там находится чуть выше, где любят делать фотографии молодожены. И, кстати, в этом баре проводят и свадебные церемонии, потому что вот там вот вдалеке люди располагаются у пляжа, как в амфитеатре. Этим летом я наблюдала очень необычное свадебное торжество здесь. Невеста должна была прибыть с моря, но были сильные волны, не удалось пристать к берегу. И с моря жених не дождался своей невесты, не потому что она была сбежавшей, а потому что лодка пристала в более безопасном месте, и невесту доставили сюда позже на машине. Вот правильно, собственная безопасность превыше всего. Потому что вот этот прекрасный парень, выйдя в несколько штормовое море, как мне рассказал муж, на своей лодке, несмотря на то, что он имел за плечами огромный опыт, и его эта непогода не страшила никогда, не смог справиться с силой ветра, и его маленькая лодка, к сожалению, была разбита в щепки. Очень-очень печальная история. Рассказал ее, наверное, потому что, возможно, кто-то в этот момент ее должен услышать и принять максимально безопасное для себя решение. Рядом с этим пляжем посмотрите что. Приглядитесь хорошо, что вам напоминают эти скалы. Не напоминают ли прекрасный женский облик в каком-то шлеме. Это место находится рядом с городом Ла-Мадалена. Оно является несколько секретным, потому что даже не все местные знают его координаты, но фотографию этого места знают все. Называется Ла Донна кон Эльмо. Женщина в шлеме. Дорога до самого этого камня весьма затруднительная, да и оптическая игра работает только на расстоянии. Вот еще одно знаменитое место, которое находится в Палау, но видно из Ла-Мадалены. Это знаменитая скала Медведь, Ла Роча дель Орсо. Это видео я делала на Новый год. Мы с друзьями выходили в море, видели не только эту скалу, но и дельфинов. Я все туда пытаюсь 2 с лишним года попасть, но когда мы приезжаем, все время закрыто. Вход платный. И то обед у них, то уже поздно. А так, конечно, место очень красивое, панорамное, безусловно заслуживающее того, чтобы его увидеть. Лишь бы было открыто. Находится в Палау. А вот еще одно отличное место, где Ла Роча скала напоминает нам голову осьминожки. Это шикарный с райской водичкой, очень удобный для купания. Пляж недалеко от города Ла-Мадалена, который называется Ла Теста дель Польпо. То есть голова осьминога, но мы туда ездим редко, потому что дорога требует капитального ремонта. Как-нибудь вам расскажу, почему так случилось. А сейчас посмотрим один из древнейших природных монументов
Я думаю, абсолютно у всех это будет ассоциироваться со слоном. И так, собственно, этот камень и называется La Rocha del Elefante. И говорят, что ему больше тысячелетий, чем знаменитым сардинским нурагическим постройкам. Древние сарды почитали это место за божественное. Внутри, судя по наскальным начертаниям бога быка и белой богини, проводились какие-то ритуальные мероприятия. Эта скала – памятник доисторической эпохи неолита. И часто я заметила на пляжах Сардинии будет мерещиться любовь, аморе. Вот эти две каменные фигурки как будто целуются. Сибачано. Если будете на Сардинии или вы уже на Сардинии, обратите внимание. А вот это каменный великан, который как будто бы поднимает пальчик, указывая нам на один из самых безлюдных, но райских кусочков пляжа Басса Тринита. Здесь мы найдем как будто каменного китенка и вот такую штуку, которая напоминает голову чужого. О боже! Героине Сиверни Ульвер здесь бы стало не по себе. Вот там, смотрите, как будто каменный китенок в воде. И вот на этих зеленых скалах мы с вами найдем нечто необычное, как будто окаменевшие фосили яйца динозавра. Если бы здесь был очередной режиссер парка юрского периода, то он бы уже представил, как они вылупляются, как хватают туристов Сардинии, помпезно отдыхающих в лазурной водичке за мягкие места. Это, наверное, у меня ассоциации такие пошли, потому что последнюю неделю показывают на моем любимом медиасете все части юрского периода. А так, конечно, третья часть пляжа Басса Тринита точно даст почву для набора творческой силы. Мне вот все в этом камне видятся мозги. Надо сказать, что больше я нигде не видела камень такой формы. Этот камень может быть живой иллюстрацией такого фразеологизма, как «взрывается мозг». Итальянцы говорят «il mio cervello sta esplodendo» от глагола «explodere» – «взрываться». А вот тафончики в форме сырных кусочков на Сардинии мы увидим довольно часто. И как в парк аттракционов я хожу на трекинг в Кандео. Тут мне мерещится и скелет в шлеме, и всякого рода страшные готические фигуры. Здесь мы найдем и лицо привидения. Сразу играет музыка в голове. Мелодия из охотников за привидениями. Здесь я нашла скалу носорога. Игра нашего воображения нам может подарить шикарную возможность что-то сотворить самим. А вот черепашка выглядывает из воды, которая веками будет жить недалеко от райского пляжа Кала Сирена. И здесь же мы найдем потрясающий природный экземпляр. Только недавно по телевидению показывали интересное видео о лохнесском чудовище. Говорят, что давненько его не видали. Правильно, потому что оно приплыло на Сардинию, где ему настолько понравилось, что оно на века застыло в прекрасном моменте долгожданного спокойствия от надоедливого людского внимания, превратившись в прекрасную каменную скульптуру. Вот, кстати, как будто бы фото настоящего чудовища, но во влоге об уединенных пляжах Сардинии, где я рассказывала об этом месте, прозвучал ответ, было ли оно на самом деле или нет. Еще оно мне напоминает маленького доброжелательного динозаврика Дино из мультяшных историй моего детства. Такой здесь загадочный и необыкновенный пейзаж. Может, кого-то вдохновит на сказку, на историю. А мы с вами сейчас в финальной части нашего путешествия поговорим еще об одном загадочном, каменном детище острова Сардиния. Очень таинственное сооружение из камня, но уже не силами природы, а какими-то сверхчеловеческими усилиями древних людей. Остров насчитывает более 7000 нурагов. Это такие каменные башенки, как есть в нашей церкви, построенные без единого гвоздя. Так и здесь. Посмотрите, как сложены эти камни. Если учесть, что они стоят с бронзового века, то есть это 1800-1100 год до нашей эры, удивляет то, каким образом люди, не имея еще навыков строительства, так пропорционально, удивительно прочно сложили камушки в конусовидную башню с коридорчиком внутри и вот такими несколькими выходами и входами. И вообще, зачем они их строили? То есть, какую цель преследовали 7000 таких башенок? При том, что каких-то захоронений под ними не нашли. Но тот факт, что эти башенки стоят вдоль обозначения древних дорог, ученым дает основание полагать, что это были для нурагов такие дозорные пункты для охранения территории. Но так как цивилизация нурагов мистическим образом с острова исчезла, куда они испарились, отсюда никто не знает. Но некоторые ученые предполагают, что им не удалось отстоять свою власть на острове. То есть был какой-то набег, после которого они покинули остров. Или, может быть, какое-то стихийное бедствие. Ученые говорили как-то о страшном цунами. Во влоге «Сардиния» это Атлантида. Я рассказывала об этой гипотезе.
И, вероятно, после этого от цивилизации нурагов на острове остались только нураги. Вот эти таинственные конусовидные башни. И если отвечать на вопрос, стоит ли залезать внутрь нурага, то кроме вот этой прелести, которую вы только что сейчас видели, огромного паучка, в этом нураге, который находится рядом с Кастель-Саардо, ничего интересного нет. Иногда внутри бывают какие-то языческие символы, бога-быка, белой богини, которые мы ранее видели в камне-слоне. И, конечно, нураги для Сардинии – это историческое достояние, национальный символ. А вот местные каменные скульптуры, которые дают разгуляться нашему воображению, нашей фантазии, это ценнейшее достояние местной природы, такой дар от Бога, потому что, по легенде, Сардиния была сотворена, когда Бог наступил ногой в прекрасном лазурном месте на огромный камень и создал чудесный остров в виде отпечатка своей ноги. Вот так вот. Ну, такой немножко фантазийный сегодня получился влог. А к нам, друзья, близится Рождество, Новый год. Может быть, кто-то захочет его встретить в скалах Сардинии, разглядывая необычные природные скульптуры. Но это уже после того, как осядет в каком-нибудь уютном сардинском городишке, например, как Ольбия, а это она. Или захочет увидеть прекрасные, необычные, всегда креативные рождественские новогодние декорации города Темпио. О том, как они выглядят в зимние праздники, у меня есть отдельные влоги. Так же, как и о прекрасных, уютненьких, красивых, нежных, хранящих такой особый дух Рождества, Меркатини ди Натале, рождественских рыночках. В прошлом году я вещала из Порто-Черво. В этом году в новогодние праздники собираюсь в Кальяри. И, вероятно, рождественские рыночки тоже покажу вам там. А пока, я думаю, многие уже занимаются декорированием дома к Рождеству, к Новому году. Может быть, кто-то вдохновится украшенным Темпио и посадит у себя дома или возле дома вот такого зелененького прекрасного Гринча. Либо же оформить свой дом в стиле фильма о Чарли и шоколадная фабрика, таком радужно-конфетном, как это было в видео ранее, тоже на улицах Темпио. Чтобы создать себе мега-праздничное настроение, можно провести в кругу семьи такой мини-карнавал, надеться, например, в эльфов, друидов. Вдохновиться можно, посмотрев мой влог о карнавале в Темпио. И вообще давайте откроем свою душу празднику. Составим себе шикарные планы, которые нас наполнят энергией и мотивацией все это реализовывать, чтобы руки чесались, заниматься теми прелестями, которые нам может подарить жизнь, которые мы сами себе можем подарить, зная себя хорошо. Желаю нам такого погружения в позитивные радостные хлопоты. Не только что есть и пить за столом, это, конечно, тоже очень важно, и во что нарядиться, чтобы себя чувствовать классно. Но и какую песню спеть? Во что, может быть, поиграть? В общем, услышать, чего хочет наша душа. Друзья, у меня на сегодня все. Лайкните видео, если оно оказалось вам полезным. Подпишитесь на канал, чтобы не потеряться. И надеюсь, до новых встреч. С вами была Ольга и Мама Мия, красотка Сардиния. Чао!